Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время», в студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. В Министерстве образования и науки Республики Таджикистан под председательством заместителя премьер-министра, председателя Республиканской комиссии по проведению конкурса Дильрабо Мансури состоялось рабочее заседание, посвященное началу третьего тура республиканского конкурса Фуруги Супидону и Китобаст. Подготовлен отчет о заседании. На заседании рабочей сессии Республиканской комиссии конкурса Фуруги Супхидону и Китобаст было подчеркнуто, что этот республиканский конкурс является важным образовательным и культурным этапом для общества страны. Инициатива президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по его проведению стала ярким примером заботы о развитии образования, повышении читательского интереса населения, особенно подростков и молодежи. Отмечено, что во втором туре конкурса, проходившим на местном и региональном уровнях, приняли участие 58 250 человек, а в третий тур были допущены 3619 участников. Министерство образования и науки совместно с местными исполнительными органами государственной власти и другими структурами предприняли все необходимые меры для обеспечения прозрачности и проведения заключительного этапа в культурно-научной атмосфере. Особое внимание было уделено нововведению, проведению конкурса по 4 номинациям с привлечением таджиков, проживающих за рубежом. Министерство образования и науки совместно с Министерством иностранных дел и другими структурами разработало и согласовало порядок их виртуального участия. Для этого сформирована отдельная комиссия, и соотечественники смогут принять участие в онлайн-режиме. В ходе заседания утверждены состав жюри, график проведения третьего тура с 11 по 23 августа, а также порядок участия таджиков за рубежом и другие организационные вопросы. Было подчеркнуто, что созданы все условия для проведения конкурса на высоком уровне, а его ход будет находиться под контролем соответствующих органов. В соответствии с решением председателя города Душанбе Рустама Эмомали, с 1 по 31 августа текущего года в столице пройдут ярмарки по продаже школьной формы и канцелярских принадлежностей. Школьные ярмарки будут проходить ежедневно в 4 районах города и продлятся до начала нового учебного года. Здесь отечественные предприятия предлагают посетителям помимо одежды также обувь, носки, канцелярские принадлежности и другие необходимые товары для школы. Об ассортименте и ценах на ярмарках расскажут мои коллеги в своем материале. С приближением нового учебного года многие родители активно занимаются покупкой школьной формы и других принадлежностей для своих детей. Учитывая, что менее чем через месяц ребята сядут за парты, важна доступность населения к школьной форме и другим товарам необходимым. В Душанбе, как и в прошлые годы, организованы ярмарки по продаже школьной формы и канцелярских принадлежностей. Подготовка к школе уже началась. И большинство родителей, конечно же, задумываются о том, как и где приобрести качественную и доступную школьную форму, а также необходимые принадлежности. На рынке Сафарайон функционирует ярмарка школьной формы. В эти дни здесь очень многолюдно. На этом рынке представлены товары от отечественных и зарубежных производителей. Цены на школьную форму варьируются. Так, белую рубашку для девочек можно купить от 50 до 70 самани, для мальчиков от 50 до 60 самани. Брюки и костюмы стоят от 180 до 300 самани, а вот юбки для девочек от 80 до 120 самани, в то время как рюкзаки можно приобрести от 50 до 140 самани. Покупка единой школьной формы у промышленных предприятий города Душанбе способствует, конечно же, развитию промышленности столицы и созданию новых рабочих мест, а также улучшению условий труда и жизни специалистов этих предприятий. В рамках плана мероприятий по организации утренней зарядки с участием руководства и сотрудников исполнительного органа государственной власти города Душанбе, а также представителей городских структур на площади у Шаршара государственного учреждения Наврузго прошла утренняя зарядка. Подробности в нашем репортаже.
Жители города Душанбе начали утро с энергичной зарядки на площади у водопада рядом с Наврузгохом. Это важное спортивное мероприятие объединило сотрудников различных министерств, ведомств, учреждений и структур столицы. Инициатива была запущена председателем города Душанбе уважаемым Рустамом Эмомали в рамках поручения лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона. Зарядка совпала с Днем спортсменов и Всемирным днем молодежи. По этому случаю перед началом мероприятия представители уполномоченных государственных органов отметили значимость процветающей эпохи нашей Родины и роль спорта в укреплении здоровья и единства нации. В качестве тренера выступил Тимур Рахимов, победитель Олимпийских игр 2024 года в Париже и чемпионата мира. Еще один достойный шаг организаторов – стремление повышать мотивацию к спорту в сердцах жителей, укрепляя спортивный индекс страны. Отмечается, что в целях исполнения поручений и указаний лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по поддержке государственной молодежной политики подобные спортивные сборы будут проводиться каждую субботу в соответствии с отдельным планом мероприятий по проведению утренних зарядок и оздоровительных прогулок. В Душанбе продолжаются мероприятия, приуроченные к Дню спортсменов. Одним из ярких событий стала научно-теоретическая конференция, организованная в Таджикском государственном институте физической культуры имени Саймумина Рахимова. Конференция под названием «Спортсмены. Знамя нации» собрала руководство вуза, преподавателей и ветеранов спорта. Подробности в нашем материале. В ходе конференции под названием «Спортсмены. Знамя нации» приняли участие руководство Таджикского государственного института физической культуры имени Саймумина Рахимова, преподаватели вуза, спортсмены и ветераны спорта. Участники обсудили значимость этой даты и подчеркнули поддержку спортсменов со стороны правительства Республики Таджикистан, в частности, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Участники с гордостью отметили, что в государственной политике независимого Таджикистана вопросы здоровья населения и развития физического воспитания и спорта стали важными приоритетами. Под руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сфера спорта и физической культуры активно развивалась, и достижения этой области продолжают расти. Одним из важных шагов в этом направлении стало подписание в 2015 году указа президента о премии для победителей и призеров международных спортивных соревнований. В 2023 году сумма данной премии для таджикских спортсменов составила 568 750 самани. В последние годы было организовано множество конкурсов и спортивных мероприятий. Ежегодно проводятся такие конкурсы, как «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Лучшая спортивная федерация года», а также «Лучшее спортивное сооружение года», где победители награждаются ценными денежными и материальными призами. В завершении мероприятия активным работникам института, преподавателям и выдающимся студентам были вручены памятные подарки в торжественной обстановке от руководства Таджикского государственного института физической культуры имени Саймумина Рахимова. Уважаемые телезрители, это была вся информация. Подготовили к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами. Оставайтесь на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.